О работе очередного международного экономического форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, и роли нашей республики в масштабном событии. Следующий сюжет. С 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге прошел очередной международный экономический форум. Девиз мероприятия – укрепление доверия в эпоху преобразований. Только за первый день в форуме приняло участие около 7 тысяч гостей, в том числе 614 глав крупнейших зарубежных и российских корпораций. Было подписано 65 соглашений на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Владимир Путин посетил экономический форум на второй день его проведения. Глава Российской Федерации на одном из пленарных заседаний прокомментировал происходящее на Украине, поделился своим мнением к санкциям в отношении нашей страны и рассказал о значении газового контракта с Китайской Народной Республикой. Что касается наших планов с Китайской Народной Республикой, я уже не говорю про газ, а я называл цифры. Да, самая большая, самая крупная стройка в мире будет 55 миллиардов только со стороны «Газпрома», а это и строительство, повторяю, гелевого завода, газохимия, инфраструктура опять той же. Конечно, при таких масштабах наши партнеры обязательно найдут себе место для применения своих сил и капитала и для получения прибыли. На форум приехали и якутские представители из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы республики. Галина Макарова, Александр Стручков и Валерий Максимов. Главное событие – подписание меморандума о стратегическом партнерстве между правительством Санкт-Петербурга и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Наша делегация провела презентацию инвестиционного потенциала Республики Саха, впервые представив свои инвестиционные возможности на площадке форума. Речь шла о схеме комплексного развития производственных сил, транспорта и энергетики республики до 2020 года. Основной целью проекта была реализация работ по разработке презентационных материалов и оказания услуг в области повышения инвестиционной привлекательности. Агентство инвестиционного развития занимает достаточно активную позицию в регионе и в плотной работе с Министерством экономики занимается привлечением инвестиций в республику, темой снижения административных барьеров и формированием положительного имиджа республики. Республика Саха-Якутия – один из субъектов Российской Федерации, имеющий международный инвестиционный рейтинг. Самым главным преимуществом наличия инвестиционного рейтинга для Якутии – это возможность привлекать на более выгодных условиях заемные средства в рамках текущей бюджетной политики. Делегация Якутии активно принимала участие в обсуждениях актуальных вопросов развития республики на круглых столах и встречах с деловыми лидерами, а также представила экономический потенциал нашего региона. Участники отметили, что проведение такого рода мероприятий способствует объединению усилий власти, бизнеса и науки, а также благотворно влияет на рост инвестиционных проектов в регионах России. Порядка 2000 журналистов из 23 стран мира освещали данное мероприятие. По оценкам экспертов, количество участников по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 12%. Дарья Борисова, Егор Максимов, Анастасия Борисова и Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.